Ну, в первую очередь, рекомендация от экспертов кибербезопасности, с которыми мы периодически консультируемся, что в российских соцсетях активистам проукраинским лучше не переписываться, не вести никаких аккаунтов, если они находятся на оккупированной территории. Просто потому, что российские спецслужбы имеют прямой доступ, и у них есть это законодательно даже прописано, что они могут отследить по IP-адресу, где человек физически находится. То есть если вы даже под псевдонимом что-то пишете в каком-то патриотическом паблике, они потом могут просто прийти к вам домой и арестовать вас за экстремизм или там, подозрение в пропаганде терроризма, все что угодно. То есть поэтому в российских соцсетях переписка в мессенджерах, в том числе, не рекомендуется, я имею в виду Одноклассники, я имею в виду ВКонтакте. Если вы не боитесь, что к вам придут спецслужбы и не делаете ничего такого, что нарушает законы Российской Федерации в Крыму, то тогда этими сетями можно продолжать пользоваться. С другой стороны, спецслужбы следят же не только за тем, что вы пишете в своих мессенджерах, они также следят за вашими перемещениями. Например, если вы по Яндекс.Картам там прокладываете свои маршруты, да, то это тоже будет станет, может стать тем, что эту информацию могут получить спецслужбы. Потому что это все легко отследить, собственники все-таки подконтрольны путем давления основные соцсети и поисковики все-таки подчинились и дают необходимую информацию спецслужбам. И это не только перемещение, это также ваши интересы. Если вы, например, в Яндексе часто что-то ищете, и по поисковым запросам точно так же можно понять, какие у вас интересы, чем вы интересуетесь, что вы искали. Поэтому рекомендуется, конечно, пользоваться иностранными соцсетями, не российскими, если вы живете на оккупированной территории, просто потому что иностранные спецслужбы и различные там рекламные агентства, да, и социальные сети, которые собирают эту информацию в целях для того, чтобы продать вам рекламу, они менее безопасны в этой ситуации, чем российские спецслужбы. Ну, это такая основная рекомендация, да. Но есть еще много различных способов, как те же самые спецслужбы могут получить персональную информацию, даже не взламывая, например, ваших аккаунтов, паролей в американских соцсетях, в том же самом Фейсбуке. Да? То есть если вы даже не пользуетесь российскими соцсетями, но ведете активную деятельность, например, патриотическую, там, и с точки зрения Российской Федерации вы нарушаете законодательство, да? То есть вы говорите, что Крым оккупирован, например, да, живете в Крыму. Если это даже пишете вы под псевдонимом, например, в том же Фейсбуке, все равно вас могут вычислить. И каким образом это делается? Есть такие у нас примеры, когда под видом крымско-татарских активистов в социальной сети Facebook сотрудник ФСБ, используя фотографию какого-то другого человека, да, придумав себе крымско-татарское имя и фамилию, добавлялся в друзья к активистам проукраинским, крымско-татарским и узнавал ту информацию, которую они не хотели делиться в общих пабликах, а делились только в закрытых каких-то группах. И потом эти показания этого человека, который таким образом внедрился, втерся в доверие, они фигурировали в уголовных делах, политически мотивированных. Поэтому основная рекомендация, если вы все-таки ведете такую деятельность в соцсетях, какую-то активистскую, да, которая не нравится России, то никогда не добавляйте в друзья тех людей, кого вы не знаете лично. Потому что сейчас очень можно легко создать какие-то фейковый аккаунт поддельный, да, и под видом этого патриота там, украинского втереться в доверие. Ко мне постоянно, например, просятся в друзья какие-то боты после очередной какой-то публикации разоблачительной, какие-то боты под видом каких-то американских генералов НАТО или каких-то там, они хотят мне таким образом понравиться, то есть или каких-то там проукраинских украинцев. Но я начинаю понимать, что это поддельные персонажи, что, скорее всего, что это какие-то вражеские агенты, только когда я проверяю, что это за страничка, например. Смотрите обязательно, свежая ли эта страничка, потому что боты обычно заводят страницу, в которой только 2 поста, и какая-то фотография, такая, одна или там 2, то есть страница без истории, да. Потому что если, например, в Фейсбуке у человека аккаунт уже 10 лет, и там много его фотографий с теми людьми, которых вы лично знаете, они там, можете предположить, что это человек из какого-то круга вашего общения. Тогда его, конечно, можно добавить и там делиться какой-то информацией, которую вы не хотите публиковать для всех. Но опять же, самый лучший способ — это, конечно, добавлять в друзья, если вы опасаетесь за свою безопасность, только тех, кому вы лично доверяете. Вот такая основная рекомендация по соцсетям. А есть ли у вас информация о статистике дел, возбужденных или преследований, связанных именно с публикациями в соцсетях в оккупированном Крыму?
Ну, статистику я вам сейчас точно не назову, но несколько уголовных дел было открыто как раз за то, что человек в соцсети опубликовал какое-то видео, которое не понравилось спецслужбам, да. Или вот недавно молодого парня задержали, который вел страничку ВКонтакте, патриотический сайт проукраинский. И он жил в Одессе, а потом он поехал в Крым. И когда он начал в Крыму продолжить свою деятельность, то его задержали спецслужбы, обвинили его в экстремизме. Сейчас он находится в СИЗО, насколько я знаю, в Крыму. Так Эм, что это небезопасно, такая деятельность, если вы... Мы всегда рекомендуем проукраинским активистам, которые живут на материке и едут в Крым на какое-то время. Ну, такое часто бывает, что люди едут, а у них там, например, много фотографий с Майдана, или они были в зоне АТО, журналисты, да? Мы рекомендуем страничку закрывать на время того, как вы в Крыму. То есть можно временно сделать так, чтобы эту страничку, например, в соцсети, если это не российская соцсеть, а какая-то другая, да, вы можете просто ее скрыть от внимания других людей, чтобы вообще никто не знал. И потому что иногда ФСБшники проверяют соцсеть. То есть если у них есть информация, что это какой-то там подозрительный с их точки зрения персонаж, они могут прямо на границе зайти в соцсети и посмотреть, какие у вас там фотографии. Если там фотографии с украинским флагом, если фотографии с членами Меджлиса, например, которые считаются экстремистами все, без исключения на территории оккупированной, да. То есть это, поэтому если вы уже решили заехать в Крым там к родственникам, но ведете в Украине патриотическую деятельность, то на время того, как вы заехали, вы, пожалуйста, свои соцсети все-таки скройте, чтобы их не было видно. Если у вас, если вы не хотите специально заехать так, чтобы нашуметь, например, да. То есть есть же такая позиция, когда человек может специально вести открыто нарушающую российское законодательство деятельность, чтобы показать свою позицию. И тогда это уже политические преследования, это совершенно другая позиция. Если вы просто обычный человек, который просто едет к родственникам и не хотите там активно проявлять свою позицию, да, то лучше соцсети все-таки спрятать на время, чтобы потом не пришлось правозащитникам вас доставать из российского СИЗО. Ну, как-то так. Как себя вести, как правильно отказать оккупационным силовикам, если они требуют войти в аккаунт и дать там почитать, что там написано? На самом деле это незаконно, это вмешательство в персональные данные. То есть они открыто обычно этого и никогда и не требуют, потому что это нарушает российское законодательство. Но если уж действительно, у вас отобрали телефон, например, и хотят зайти в ваши соцсети, то, конечно, лучше, чтобы ваш телефон был запаролен, чтобы без введения пин-кода они не могли попасть. Потому что часто иногда люди бывают, что телефон просто нажимаешь кнопку разблокировать, он разблокируется. Эксперты по кибербезопасности активистам рекомендуют делать по-другому. Они рекомендуют ставить дополнительный пароль. Чтобы даже разблокировать телефон без введения пароля было нельзя. Да, конечно, это поначалу неудобно, потому что приходится каждый раз, когда вы хотите разблокировать телефон, вводить пароль. Но если вы знаете, что ваш телефон могут отобрать спецслужбы, то лучше сделать так, потому что это действительно может вас обезопасить. Потому что впрямую заставлять вас вводить пароли, например, они не будут, потому что это нарушает даже их законодательство. А тайно захотеть забрать эту информацию, они могут попробовать. То же самое с компьютерами. Лучше всегда вводить пароли. Для того, чтобы даже попасть в Windows, нужно ввести пароль. Обязательно ставьте пароли, и желательно, чтобы они были сложными, и желательно, чтобы эти пароли были у вас в голове, нигде не списаны. Тогда вы просто можете сказать, что я забыл, я не помню этого пароля, и все. Они не могут с вами ничего сделать. А обычно, если человек даже придумает сложный пароль, потом записать его в блокнотик и положить возле компьютера, это тоже неправильно. Это тоже нарушение безопасности, конечно.